Всем привет! Меня зовут Аникиенко Владимир, и мы делаем сегодня тренировку по кроссфит вместе с прокачкой с БНК. Из оборудования нам сегодня нужно только небольшое утяжеление. Я предлагаю использовать бутылку с водой девочкам в районе 5 кг, ребятам можно взять 9 кг, 12 кг, есть такие бутылки. Все, больше нам из оборудования ничего сегодня не нужно, а, наверное, дома ничего и нет. Мы с вами сделаем два блока. Мы сделаем гимнастический блок, мы поучимся стоять на руках и потом сделаем небольшую силовую работу. Поэтому мы начинаем с вами с разминки с кистей, немножечко работаем шеей вправо-влево. Кисти в другую сторону. Хорошо. Немножечко друг на друга кисти и наклоняем. При стойке на руках нам нужно, чтобы у нас кисти были разогреты, не болели. Хорошо. С этим закончили. Вращение в предплечьях. Мы добавим, кроме разминки, небольшую координационную задачку, где одна рука будет делать одно движение, другое другое. В другую сторону вращаем. Мы часто вставляем такие движения для того, чтобы человек очень быстро и хорошо учился различные навыки двигательные изучать и осваивать. Посмотрите, как это выглядит. Одна рука продолжает вращаться вперед, а другой делаем отведение в сторону. Давайте немножечко поделаем. И теперь то же самое другой рукой. А противоположная рука в сторону. Это может быть не совсем просто, разные задачи делают. Но не отвлекаемся и пробуем сделать одну сторону в сторону, другая вращение. Хорошо. Вращение в плечах. В другую сторону. У нас сегодня много работы будет с корпусом. Мы попробуем сделать силовую работу. Дома крайне сложно делать какие-то силовые упражнения, поэтому попробуем реализовать это дома. Повороты в сторону. Мы с вами прямо хорошо поворачиваемся за спину. Посмотрели, что у нас творится за спиной. На стеночку посмотрели. Сделаем несколько раз. Еще пару раз. Завершающий. Хорошо. Взяли ручки в замок. Подняли наверх. Делаем наклоны в стороны. Наклонились. Хорошо, активно тянемся. Поднялись в другую сторону. Поднялись еще раз. И завершающий раз. Наклонились. Хорошо, наклоны вперед. Встали чуть шире, чем плечи. Делаем наклон к одной ноге, между ног, к другой ноге. И потом поднялись, потянулись к потолку. К ноге, между ног, к другой ноге. Поднялись, потянулись. Еще раз. К ноге, между ног, к другой ноге. Поднялись, потянулись. Еще раз. К ноге, между ног, к другой ноге. Потянулись. Завершающий раз. К ноге, между ног, к другой ноге. Поднялись, потянулись. Сделаем небольшой акцент на заднюю поверхность бедра и связочками под колено. Поставили ногу вперед. Оставляем колено прямым. Акцентированно тянемся к носочку ноги. Коленку оставляем обязательно прямой. Тянемся. Дадим хорошо потянуться под коленом и задняя поверхность бедра. Хорошо, поменяли ногу. Также остается прямая. Колено не сгибаем, тянемся к носочку. Постарайтесь запомнить, докуда вы можете. Например, ладошкой могу дотянуться и потом чуть-чуть добавлять акцент, усиливая движение. Встали, руки на пояс, вращение тазом. Хорошо, в другую сторону. И немножечко разомнем коленки. Ноги вместе, колени вместе, вращательное движение.
другую сторону. И еще немножечко с коленками встали на ширине плечей. Руками давим на коленки с боков. И под давлением по маленькой амплитуде вращательное движение коленками. И изнутри наружу движение. Хорошо. На этом мы с вами разминочку закончили. Сейчас мы с вами разберемся, что у нас будет в гимнастическом блоке нашей тренировки. Мы сегодня будем учиться стоять на руках. Не то чтобы это обязательный навык в нашей современной жизни, но когда мы переворачиваемся с ног на голову, да, у нас корпус воспринимает гораздо большую нагрузку, потому что ноги поднялись наверх. Мы учим включать все мышцы кора, стабилизаторы, которые удерживают наше тело ровным и помогают в различных жизненных ситуациях. Два уровня сложности. Для тех, кто когда-то пробовал стоять на руках, вы можете попробовать и встать полностью к стене на руках. Всем остальным я предлагаю сделать небольшую задачку. Мы становимся с вами ногами к стене и потихонечку поднимаемся ногами на стену, оставляя корпус прямой. Сделаем 2-3 шажочка к стене, останемся здесь и вернемся обратно. Постарайтесь в выполнении движения не прогибаться в корпусе ни в одну сторону, ни в другую сторону. Мы оставляем корпус напряженный, прямой. Напрягли пресс, в самом начале встали, напрягли пресс, напрягли ягодицы и потихонечку поднимаемся на стену, подходим руками к стене. Давайте попробуем это сделать. Встали, немножечко постояли. Если вам страшно, не подходите очень близко, можно стоять, так скажем, в усложненной планочке, да, совсем невысоко. Наша задача, главное, контролировать положение корпуса, не давать ему прогибаться сюда, либо таз наверх. Надеюсь, вы смогли это упражнение освоить. Еще два упражнения, которые у нас будут в этом комплексе. Первое называется лодочкой, либо прогнутое положение лежа на животе. Мы с вами выпрямляем руки, вытягиваем ноги, поднимаем руки и ноги и остаемся в таком положении. Думаю, понятное положение. Немножко более сложное положение, когда мы находимся с вами на спине, потому что здесь очень просто поднять руки и ноги вот так, и ничего не напряжется в этот момент. Поэтому нам нужно с вами округлить поясницу. Предлагаю сделать так. Берете руки, точнее коленки в руки, подтягиваете себе и чувствуете, что у нас поясница округлилась и прижимается к полу. Здесь мы напрягаем пресс и распрямляемся. Постараемся не опускать плечи на землю, и ягодицы также у нас остаются в воздухе. Вот в таком положении мы тоже с вами висим. Давайте попробуем. Если получилось, расскажу сам комплекс. У нас будет 3 движения. Как раз прогнутое положение на животе, прогнутое положение на спине и стойка на руках. Мы с вами будем 20 секунд работать, 20 секунд отдыхать между 3 движениями. 3 круга. Это все у нас займет 3 минуты. У меня есть таймер. Я буду вам подсказывать по времени и делать вместе со мной. Начинаем с положения на животе. На старт. Внимание. Поехали. У нас с вами 20 секунд. Легли. Подняли руки, ноги. 20 секунд висим в таком положении. Надо будет часы поближе положить. Еще 5 секунд. 3, 2, 1. Отдыхаем. Хорошо. Сейчас мы с вами 20 секунд отдыхаем. И следующее упражнение у нас будет прогнутое положение на спине. Еще 10 секунд отдыха. Ложимся. 5 секунд. Подтянули к себе коленки. Округлили спину, напрягли пресс и выпрямили руки и ноги. Стараемся, чтобы у нас плечики висели в воздухе и ягодицы также оставались в воздухе, корпус напряженный и округленный. Висим, еще 5 секунд.
3, 2, 1. Отдыхаем. Хорошо. 20 секунд отдыха, и мы с вами становимся к стене. Еще раз, если вам страшно, не подходите очень близко, мы не знаем, как у нас сработают руки, вдруг они подогнутся, поэтому чуть-чуть совсем будем подходить. 3 секунды. Встали, напрягли пресс и ягодицы, немножечко поднялись по стене, остаемся с напряженным корпусом прямым, стоим, также 20 секунд. Три, 2, 1, спустились. Хорошо, мы с вами сделали первый круг. У нас еще 2 таких же круга. Располагаемся опять на животе. 5 секунд. Вытянули руки, ноги. 3, 2, 1. Поднялись. Постарайтесь не очень сильно задирать голову. Расслабленное положение шеи. А вот плечи как можно выше. Бедра ног также не лежат на земле. А то если положить бедра и поднять только пяточки, будет просто. Бедра висят над землей. 3, 2, 1. Отдыхаем. Хорошо. 20 секунд подышим. Сейчас у нас с вами будет опять положение на спине. Еще 10 секунд. Можно сесть. 5 секунд. Подтянули к себе коленки. Округлили спину. Оставляем пресс напряженный. И выпрямили руки, ноги. Плечи у нас висят в воздухе, ягодицы стараемся не опускать. Корпус напряженный, прогнутый. Три, 2, 1. Отдыхаем. Хорошо, 20 секунд отдыхаем. И опять становимся на руки. Еще раз, самая важная задача не близко подойти, а оставить корпус напряженный, прямой. Приготовились. Пресс напрягли и поднялись на стеночку. Оставляем корпус напряженный, пресс, ягодицы включили. Остаемся в таком положении. Три, 2, 1. Спустились. Хорошо, 2 круга за плечами. Сделали еще один. 20 секунд отдыхаем. Еще 10 секунд отдыха. Опять мы с вами располагаемся на животе. Будет прогнутое положение, лежа на животе. Легли, натянули руки, ноги, приготовились и поднялись. Еще раз, бедра висят в воздухе, плечики как можно выше, шею не очень сильно тяните вверх. Еще 5 секунд. 3, 2, 1. Молодцы, закончили. Чуть-чуть подышим, не слишком высокий темп, надеюсь. Если тяжело, уменьшайте время работы и увеличится время отдыха. Еще 30 секунд, завершающий раунд на спине. Округлили спину, потянули коленки, оставляем пресс напряженный, выпрямили руки, ноги. Плечики висят в воздухе, ягодицы не опускаем на землю. Еще 10 секунд. 3, 2, 1. Молодцы. Хорошо, и у нас остается завершающий раунд. Стойка на руках. Надеюсь, вы открыли дома форточки, балконы, потому что сегодня очень жаркая погода. И дома прямо жарко заниматься. Мы делаем 6 недель тренировки. Это непривычно и достаточно тяжело дома, жарко. Хорошо, завершающий раунд. Встали, пресс, ягодицы напрягли, поднялись на стеночку. Оставляем корпус напряженный. Не прогибаемся. Таз ни вверх, ни вниз не убегает. Стоим на руках. Еще у нас 6 секунд. 3, 2, 1. Спускаемся. Хорошо. Молодцы. Надеюсь, вы справились и не было слишком тяжело. Давайте полминутки мы подышим, а дальше я вам расскажу,
силовую работу, которую у нас сегодня предстоит сделать. При занятиях дома, при отсутствии явных силовых упражнений, мы рискуем потерять и силовые наши возможности, и определенную плотность мышц, плотность костей. Поэтому мы добавим силовую работу. Так как дома у нас нет большого веса, мы будем использовать, во-первых, умеренный вес, во-вторых, мы будем делать статические моменты, чтобы время под нагрузкой работы мышцы увеличить. У нас будут с вами наклоны с удержанием веса перед собой. В таком положении мы с вами будем делать наклон. Спинку оставляйте ровно, опустились до горизонта. И здесь будем зависать на 5 секунд. 3, 4, 5. Поднялись и опять опустились. Таких мы будем делать с вами 5 наклонов. И переходить к следующему упражнению. Следующее упражнение у нас будет боковая планка. Сейчас мы с вами посмотрим, как ее сделать. Легли на бок, опустили таз вниз, встали на локоть. С этого положения мы с вами поднимаем таз. Если вам это будет упражнение очень легко, мы добавим с вами подъем ноги вверх. То есть такое будет у нас градация по уровню, кому просто, кому тяжело. Тем, кому тяжело, просто поднимаем таз, зависли немножечко, опустились. Сделаем 5 раз на одну сторону, 5 на другую. Кому это слишком просто, добавляем подъем ноги вверх. Выглядит таким образом. Вот такое вот упражнение. Третье упражнение в нашем комплексе будет отжимание. Но мы будем в отжимание добавлять скручивание таза. Сейчас я вам покажу. Девочки, предлагаю вам отжимание с коленок. Но важная задача оставить корпус и бедра в одну линию. С этого положения мы с вами делаем отжимание. Дальше становимся на ноги. И таз скручиваем в одну и в другую сторону. Выглядит вот таким вот образом. Раз, два. Ребятам предлагаю делать отжимания с рук. То же самое. Отжались. Таз в одну сторону, таз в другую сторону. Вот таких 3 движения, которые мы будем выполнять также 3 круга. Начинаем со становой тяги или с наклонов с небольшим весом. Нам опять поможет таймер. Мне нужен будет он по большому счету только отсчитывать время нахождения в наклоне. Хотя, знаете, я могу и так посчитать. Давайте будем на глазочек делать. Берем вес. Взяли в руки. И поехали. Наклонились. 5 секунд считаем. 2, 3, 4, 5. Поднялись. Сделаем 5 таких наклонов. И опять вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Это второй наклон. Поднялись. Опять наклонились. Оставляйте спинку прямой. Прогиб в пояснице. 3, 4, 5. Поднялись. Опустились. Мы сделали 3 раунда. 2, 3, 4, 5. Поднялись. Опустились. Завершающий 5-й раунд. 2, 3, 4, 5. Хорошо. Отложили бутылочку в боковую планку. Давайте первый раунд я покажу в простом варианте. Второй мы будем делать сложный с подъемом ноги. Поехали. 5 раз поднимаем таз наверх. 1. Опустились. 2. Опустились. 3. Опустились. 4. 5. Хорошо. Поменяли сторону. Таз опустили. И вверх. 1. Опустились. 2. 3. 4. 5. Хорошо. И переходим к отжиманию. Еще раз. Девочки делаем с коленок. Ребята с ног. Давайте я поделаю вариант с ребятами. 5 отжиманий, каждый раз поднимаюсь, потом мы с вами опускаем таз в одну или в другую сторону. Поехали. Одно отжимание, плюс таз в одну сторону, в другую. 1,
2, 3, 4, завершающий, 5. Отлично, мы сделали с вами полный круг, еще у нас с вами 2 круга. Взяли вес перед собой, опять на 5 секунд опускаемся, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, поднялись, опустились. 1, 2, 3, 4, 5, поднялись, опустились. Спинка прогнутая прямая. 2, 3, 4, 5. Поднялись, опустились. 4-й повтор делаем. 2, 3, 4, 5. И завершающий. Опустились. 1, 2, 3, 4, 5. Поднялись, бутылочку отложили. Продолжаем. Сейчас у нас опять боковая планочка. В этот раз я делаю с подъем ноги. Если вам было просто, повторяем за мной. Если было тяжело, просто поднимаем таз. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Поменяли сторону. Приготовились. И поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы. Отжимания. Сделаю сейчас с девочками, чтобы темп понимали, как делать с коленок. Бедра с корпусом прямой в одну линию. Отжались. Встали на ноги. Таз в одну сторону. Другую. Опять коленки на землю. Отжались. Встали. Таз в одну сторону. Другую. Хорошо, 2 повтора. Сделали уже. 3. Отжались. Встали. Таз в одну сторону. Другую. Это 3. Опять подняли коленки. Отжались. Таз. Хорошо. И завершающий раз. Отжались. Встали в планочку. В одну сторону. В другую. Молодцы. 2 круга сделали. Чуть-чуть подышим. Завершающий круг. Мы опять с вами берем бутылочку. Делаем 5 наклонов. К вам по диагонали встану. Постарайтесь еще раз оставлять спину прямой. Не сгибаемся, не ссутуливаемся. Начали. Наклонились. 2, 3, 4, 5. Поднялись. Опустились. 1, 2, 3, 4, 5. Поднялись. Опустились. 1, 2, 3, 4, 5. Поднялись. Опустились. 3 раза сделали. 4-й делаем. 2, 3, 4, 5. Поднялись. Опустились. Завершающий раунд. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Положили бутылочку. Боковая планка. Сейчас я с вами сделаю опять на прямых ногах. И с подъемом ноги. Встали. И поехали. 1. Спустились. 2. Спустились. 3. Спустились. 4. Спустились. 5. Отлично. Поменяли сторону. И поехали. 1. Спустились. 2. 3. 4. 5. Отлично. Завершающее движение нашей тренировки. Отжимание с проворотом таза. Встали. Отжались. Таз в одну, в другую сторону. Еще раз. 2.
3, 4. И завершающий повтор. 5. Хорошо, мы с вами сделали основную задачу на сегодняшнюю тренировку. Обязательно в конце мы сделаем небольшую заминку. У нас много было работы с корпусом. Мы старались удерживать его в прогнутых положениях, в положении у стены. В наклонах у нас включалась спина. Даже в отжиманиях мы стояли в планке. Плюс мы делали движения в стороны. Поэтому сделаем небольшую заминку для спины. У нас будет 3 движения. Первое движение: раскинули руки в стороны, подняли коленки, по 10 раз в каждую сторону опускаем колени. Раз. Два. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Продолжаем заминочку для спины. Располагаемся на боку. Поджали коленки к себе. Точнее, коленки у нас лежат на земле, поджали к себе, руки перед собой. И наша задача раскрываться, опускаться рукой до положения на земле с противоположной стороны. Делаем по 10 раз на каждую руку. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Хорошо, я поменяю сторону вот таким вот образом, чтобы к вам оставаться лицом. То же самое на другую руку. Поехали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Завершающее движение, оно выглядит очень коротким. Смотрите, мы остаемся с вами лежать на земле. Все, что мы с вами делаем, это как можно сильнее от себя выталкиваем пятку. Одну ногу выдохнули, другая осталась также стоять. Потом поменялись. Вот такое вот коротенькое движение. Все, что у нас происходит, это двигается таз немножечко. Вот в таком вот положении, да? И расслабляет мышцы поясницы. Все, мы делаем с вами по 10 раз на каждую ногу. Поехали. Потянулись другой ногой. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, на этом мы закончили с вами тренировку. Надеюсь, у нас не заняло очень много времени. Сегодня хорошая погода, можно выйти немножечко прогуляться. Всем желаю здоровья, всем желаю оставаться активными, спортивными. До новых встреч на тренировках и на БНК. Пока!